Альбине Васильевне Курбежековой. Она сейчас вам исполнит Тахпах. Там это самая вот книжечка, там нужно достать, я тут надо не буду. Ну ладно, так, я тут маленько уже это самое импровизировала, дело за этим. Я из рода, ну вот, знаменитых Тахпахчи и Хаджи Курбежековых, они-то были знаменитыми, мне маленько тоже досталось. Но, конечно, с ними я сравниваться вообще не могу, но кое-что тоже. Ну, вот один Тахпах я сочиняла, здесь свежая аудитория, я его везде люблю рассказывать. Написала, в общем, в детстве я слышала, как моя тетя пела «Колютки полу четвером, растают хению не вернуть». Ну, думаю, как можно колютки полу четвером? Ага, вот сейчас я достану. И, в общем, я начала писать, никак не получается, вот эти 4 строчки. Один куплет написала, не получается, второй куплет, эти слова никак не могу в это задействовать. Третий куплет написала, не получается, только на 4-м куплете получилось. И получилась целая песня. Аташа загда венчерзем, арыг сағыжым, аремес, алынан пайда болбазым, алтынан арлы тузы жам. Сегірті шүрер ат шоқта, сағыш анамен тұтпаспын. Сағынған табрақ сағыштақ, сұрлу күмістік тузы жам. Маленько побыстрее спою. Тегей пазына жарық күн, түрше шадырзып шит барар. Тарығып шуқтам тузы жам, турбин пір тустам ет барар. Вы хоть понимаете сказки? Понимаем. А вот теперь вот главный там вот эти слова. Көгир хойнына изикүн, көлетки салып кір барар. Көглен өзелген көксижем, көлетки болып шит барар. Я такая довольная, такой там сочинила. Маме говорю, у меня целая песня получилась. Она говорит, хороший Тахпах? Она говорит, плохой. Я как это? Я так прям... Она говорит, не пой. Когда старая станешь, тогда будешь петь, потому что там растаю. А вот сейчас один куплетик, наверное. Ну вот, хотя пеший хожу везде, дум светлых груз не в тягость мне, богатства нет и не беда, дороже золота судьба. Коня с седлом нет горцевать, ну что ж не стану горевать, дороже блеска серебра и лет бегущих череда. К вершине горное солнце чуть приляжет, прежде чем уснуть. Судьбы моей летящей суть, сверкнув, погаснет, не вернуть. И вот тут вот последний. В ласковый вечер солнце диск уйдет, бросая тень вниз. Также, закончив жизни путь, растаю, тени не вернуть. Вот мама и говорит, состаришься, будешь петь так. Такие Тахпахи. А вот в этой книге, это, к столетию Петра Васильевича выпущена, и там есть Тахпахи, я просто не могу не исполнить какие-нибудь Тахпахи Курбежековых. Вот песня «Горного духа» — это Петр Васильевич, когда лежал тяжело больной, это не то, что мне нечего пить. Ой, пить есть и петь есть. Не то, что нечего, а вот что-то меня, когда я свои Тахпахи вспоминаю, и вот что-то меня заставляет. Один раз очень правильно сказала Татьяна Сергеевна Тушинина,
Духи ее заставили, одна ситуация была. И вот меня, видимо, все-таки заставляет. И когда Петр Васильевич лежал больной, хозяин горы зашел, а большие великие хайджи, они были ясновидящие, они видели хозяев гор, рек, озер там и все. Они приходили к ним, слушали его сказания. И вот перед смертью пришел хозяин горы, так называется, большой горы, и взял его же Четхан, а у хакасов, у кузыльцев, Четхан над входной дверью на вот таких больших гвоздях прибивается и кладется. Люди, когда проходят, входят и проходят под Четханом. И даже Четхан, если играл на нем великий хайджи, он нивелирует всю отрицательную энергетику. Человек пришел поругаться, а прошел под Четханом и забыл. Настроение совсем изменилось. А это очень был оберег большой. Жаль, теперь уже не стали так делать. Четханы где угодно хранятся, на стенке и где хотите. И вот этот хозяин горы пришел, потому что Петр Васильевич уже было ясно, что не выживет, перед смертью лежал. И он его же Четхан взял и у изголовья сел и запел. Из его же мелодии, из его же героического эпоса. Улугалалык шастыхыринда Озуну мақтар теңнидівіз, Умақшыл пөдіріл қалза, Умақты қайдан теңнибістар, Қызылалалык жастықырында, Қынжаңу мақтар теңнидівіз, Хайжыл бөдір шат қалза, Хайдан умақты теңнибістар. Склонясь к подушкам в больших узорах, сказания слушаем мы. Если Хайжил Петр голову сложит, где будем слушать лимахи мы? Прильнув к подушкам в узорах красных, любимые сказы узнаем. Лимах Петра звезда погаснет, кто же сказания нам споет? Ну, это переводы мои. В общем, поющийся перевод делает маленько трудновато. Ой, молодец, умница. С собой, конечно, надо. Еще Анны Васильевны спою, а потом не буду вас сильно долго мучить. И потом веселенькую одну спою. Ну ладно, вот эту хотя бы. Озорные сороги. Она веселая. Көзек, көзек балықтар, ойластыр затыдар, көлдің іштінде көп шайхиды тидар, көксінде жоқтар, көгіліседі тидар, кімнің көңіліне ол кіргейні тидар. Я в школе, когда ребятишкам я всегда писала. Сары балықтар, ойластыр затыдар, шардың алтында көп шайды тидар, сағы жоқтар, көк сарнаса да тидар, кімнің шүрені ол кіргейні тидар. Сороги играя разойдутся в волю, до дна замутят, озаруя воду. В груди хоть песня разольется в волю, кому же в душу западет с любовью. Ну, в общем, тут про глупенькие песни. А сейчас я хочу спеть один народный, не мой, народный тахпах, но зато веселый. Один мужчина, я в школе, когда рассказываю, там ребятишки хохочут всегда, купил шляпу после войны, одежды не было, шляп, тем более всяких там головных уборов.
А тут шляпа, ну 3 рубля стоила шляпа, большие деньги. И вот теперь он перед зеркалом любуется, так оденет шляпу, но до чего красивый, с правой стороны смотрит, красивый, слева смотрит, красивый, отойдет, подойдет, и все, ну красавец. А жена вот тут вот у двери встала и смотрит. А раньше как у хакасов было? По любому поводу могли спеть так. Жена смотрела и запела. Si la peasine qui salza pasteur sa skörega, si la peasine sur salza тьфу, слева sa skörega. Шляпу стоит лишь одеть, выглядит начальничком. Шляпу нет на темени, тьфу, выглядит бабайчиком. Хотите, если не надоело, еще что-нибудь спою? Хотим. Не надоело? Ну давайте чего-нибудь. Так. Сейчас. Ой, свое или... Свое? Свое. Ну вот я тут уже маленько спела. Однажды, это с одной стороны хорошо быть из рода знаменитых. Но там какое-никакое уважение оказывают. Не из-за того, что я вот... Памятуя, что вот какие родственники были, все равно тебе оказывают уважение. Но с другой стороны, столько много людей подозревает, что ты поешь, пишешь не свое. А вот одна бабушка говорит, у Алиной мамы вот такая толстая книга Тахпахов, она выпустила. Она оттуда берет и поет. А моя мама вообще безграмотная была. Петр Васильевич Курбижеков самоучка, выучился грамоте. Анна Васильевна ослепла и в Брайль, грамматику Брайля выучила в Ташкенте, грамоте обучилась. А мама моя расписывалась, умела написать букву К и букву Е. Курбижекова и Евдокия, все, что она умела. Ну, пела, конечно. И вот мне так обидно стало, меня обзывают, что я... Одна говорит, что Софья Александровна говорит, вторая говорит, а вдруг правда. Ну, в общем, я что-то сидела и написала. Салвы тебе на тенжам, сайбр пастырев шорсенза, шон тип турза ты зинзе, шармен шайхав шөрензен. Инис тебе на тенжам, эльвегнев таврах инзинзе. Эл тип турза ты зинзе, энгнемни шайха вертивзем. А когда эту книгу делали, Валентина Гавриловна знает, мне сильно нравились 2 народных куплета, я туда включила и написала. Кизе тизе тизинзе, ижем туганы тибезин, ижем туганы типтурза, эңнемни шайхап шөргейбин. Арғал тизе тизинзе, адам туганы тибезин, адам туганы типтурза, арғамны шайхап шөргейбин. Изольда Домагашева говорит, Альбина Васильевна, а я тоже знаю одну частушку. Она на частушечный этот манер. И я взяла Изольду, записала. Тегі-тәгі-да от көйшедір, көзін арасаң айда. Менің ара чоқтас шалар, чоқтас сынар саң айда. Есть, которые не поняли, о чем песня? На русский язык перевести? Или все поняли? Все поняли. Поняли? Ну, Кто не понял, хорошо. изучит язык. Ну тогда спою несколько, 1-2 частушки. Сарысекнен харасек, ефкестинде тудыстур, алыг-алыг иккисек, хныганымны таластур. Муха желтая да с черной за избою подрались. Дуры эти мухи, делить милого взялись. Так, сейчас самые смешные.
Ахара сугдың хазында, хазың хринда турғабыз, ол хазыңа шамписке, таныс нанживы соқсас. Под березкою ручья мы стояли до утра. Та березка, думаю, стала нам подругою. Тастан тасқа адыбахан ағын сутерің емес. Тастап хынған қысқа паза жүрәмейленбес. Быстра горная река, но зато не глубока. Ты бросала, зазывала, не лежит к тебе душа. Ну, еще какую-нибудь. А вот это людям нравится. Силигистых зажахты, толы семес товары. Пистили шереда, андах стармеске шиби özledim. Красивую и умную, ой, не трудно нам найти. В нашей местности такие подрастают, как грибы. А вот эту еще тоже. Ханганный минин, уйгужил, да уйгужил. Узуфтур за тюзептур, хайди тюсте узуфтур. Мой миллионочек за Соня, всех за Сонек переспит. Засыпая, видит сон, как во сне он сладко спит. Ну и последний сейчас. Сенхара зимин харабы, ники бисте харабыс. Кимени көктеп, где же эта частушка-то? Полов захтур, что-то такое. Семь сортанах, так. Вот одну смешную хочу. Ну ладно. Ты смуглявый, я смуглява, оба мы смуглявые. А в кого же наша дочка родилась белявая? А то Галина Григорьевна, пожалуйста. Все, я сейчас